очень сложно говорить о правопорядке и законопослушании, когда вокруг примера обратного. Очень тяжело в этом людей убеждать. Ну, скажем так, невозможно. Вот. Поэтому надо этому учить. По фамильным преданиям и со слов своих старших, мне известно, что корни из Греции, потому что если разбить, значит, фамилию на два компонента, папа Скири, папа из Кири, папа это как бы сан священника, а Скирус это имя, то есть отец Скирус, либо сын отца Скируса. Есть упоминания этих фамилий вот в тех регионах исторически встречаются, поэтому я склонен к этой версии для себя. У меня нет таких документов, поэтому я не могу их, конечно, представить, но опять же мне говорил дядя, что да, есть как бы он встречал, он путешествовал и встречал на стене, значит, выгравированную фамилию эту в одном из городов в Греции. Ну, так вот. Так мне он рассказал, вот, то есть это как бы стыкуется с историей фамилии, вполне могло быть правдой. Я таким не был прямо сорвиголова, но у меня было хорошее детство, интересно. Оно, конечно, было послевоенное, вот с таким вот налетом, но сегодня уже, обращаясь к этому времени, я смотрю в прошлое, и в принципе оно было интересным, оно было хорошим, и у нас были нормальные увлечения. Как ни странно, ни я сам не курю, хотя это такая привычка, которая обычно возникает в детстве. Ни мои друзья не курили тогда, ни сейчас, поэтому такая очень была полезная среда для себя. Мы увлекались спортом в детстве, ходили на море, ловили рапанов, мидий, жарили их там же на берегу моря, увлекались йогой, что-то строили всякие там. Когда не было темно, не было света, игрушками могли быть гильзы, я не знаю, порох, снаряды разбитые, я не знаю, что угодно разбитое могло бы быть чем-то интересным. То есть абсолютно. Но зато это сподвигало на фантазию, на поиск досуга. И тут, конечно, уже была дилемма, куда пойти, но, слава богу, путь был выбран не самый худший. Я не могу сказать, что мы чем-то очень... Конечно, у нас были некие решения, безусловно. Они обусловлены тяжелой жизнью, и, может быть, там не было детских аттракционов, как вот такие вот паровозики, детский парк развлечений, там мультики на DVD, мультканалы, смартфоны и прочее. Но это было время, и возможность этого времени мы использовали по полной, поэтому, в общем-то, я не жалею ни о чем в этом плане. Я очень отношусь к нашему образованию неоднозначно, хотя я сам плод этого образования в каком-то смысле. Вот. Но сегодня я наблюдаю, и мне кажется, что оно становится хуже. Мне так кажется. Я сейчас не преподаю, я не часто встречаюсь с студентами, но вот по тем вещам, которые я воспринимаю, мне кажется, оно слабеет. Мне такое ощущение. Может быть, дело в том, что когда еще я учился в школе, у нас в основном были учителя еще советского поколения, и у нас были серьезные учителя, которые
например, на уроке физики нам реально показывали опыты. И это здорово, это наглядно, это интересно и пробуждает у тебя реальную мотивацию изучать предмет. А когда все в теории, конечно, это сложно и тяжело представлять. И жаль, что сегодня, как я знаю, по словам своих друзей, школы не в полной мере используют современные ресурсы образования. Единственное, что может нас сегодня спасти, Абхазию, ну так если глобализировать, да, проблему, это образование, мое личное убеждение. Потому что только вкладывая вот в эту сферу, мы сможем в будущем получить качественный рывок. Я просто в этом деле не специалист, чтобы говорить о разных методиках, но мне кажется, она должна быть ориентирована на результат. Вот ты должен понять, что ты даешь человека, который нужен этой стране, чтобы его знания были полезны. Просто вот уже памятуя о своем опыте обучения, конечно, университет тебе дает не сами знания, он тебя учит учиться. Для меня, например, было так. То есть буквальные знания, полученные там вот, они очень ограниченном виде тебе полезны. Но ты знаешь, что бывает, где это искать. Вот это полезно. То есть ты понимаешь, что бывают такие случаи, бывает такое отрасль права, бывает такой договор. Он бывает, ты об этом знаешь. Ты с ним столкнулся, открываешь, читаешь, ты знаешь, где это искать. После окончания школы, когда я поступал в университет, мне тогда было 15 лет, я сразу же пошел на работу. И, в принципе, работая уже на 3-м курсе, я мог позволить себе самому себя обеспечивать, оплачивать свою учебу и свои потребности. То есть в этом плане я постарался максимально снять с них эту нагрузку, это время. Вот, поэтому мне удавалось эти вопросы решать своими силами. Мне просто сказали, вот, Олег, знаешь, есть вакансия на радио Сома ведущим. Не хочешь попробовать? Я вообще даже, мне не было задачи идти на работу. Говорят, ну, нужно уметь пользоваться компьютером и немножко сдать музыку. Я в то время радио даже особо не слушал, так что знал об этом явлении, не понимал, что это такое, как оно что из себя представляет, но подумал, почему бы и нет. Вот. Я пришел на радио Сома, там было небольшое собеседование, говорят, ну хорошо, давай пошли в студию. Вот. И в течение 2 лет я был радиоведущим, вел музыкальный прямой эфир, он выходил с 3 до 5 дважды в неделю. Были звонки в студию, заказы песен, там всякие конкурсы. Тогда были конкурсы, и в качестве приза были 2 билета в первый, единственный послевоенный такой, как бы, абхазский кинотеатр «Адуней». Вот, это были билеты, то есть были конкурсы, там, викторины по поводу фильма, режиссера и так далее. Вот. Ну, было интересно, было здорово, это очень ценный опыт, хотя я себя, конечно, не видел в будущем в этой сфере, но это очень полезно для меня оказалось. Это были времена, когда был в моде Таркан, Лас Кетчуп, Тициано Ферро, ну и были там такие, как Джордж Майкл, Элтон Джон, там, ну такие уже вечные поп-звезды. Но была разная музыка, были разные пожелания, поэтому то, что было, то и ставили. Сегодня мы можем все, что угодно найти в смартфоне, там, в медиатеке, а тогда это все было на визу, это каждый трек ты услышал, скачал, нашел. Это все было очень даже и постепенно, и случайно, потому что я сначала был работником госсектора в этой области, я работал в Минюсте, то есть я вообще работал в разных сферах, я работал в ресторане, на музыке диджеем, потом был диджеем на радио, потом был в газете, рекламу организовывал, потом был на сайте редактором сайта официального, вот, потом был в Минюсте, и вот потом уже частная практика. И мне трудно сказать, это был очень долгий этап, потому что ты, может, даже в этот момент не уловил для себя. Ты думаешь не об этом вот таком вот отметке, ты думаешь, что вот есть задача, ты должен ее решать. И сложность была в том, что ты вот выходишь в эту сферу, и ты сам по себе. То есть как бы нету наставника, нету опытного человека, который сказал, вот делай так или иначе. Вот как бы есть задача, решай ее, как хочешь решай. И когда у тебя нет
вариант запасного, ты это решаешь, ты это делаешь. Мы создали компанию, мой партнер находится в Москве, я хожу здесь, он говорит: Олег, вот нам нужно сделать, например, вот это надо сделать. Делай. Он в Москве, он это делать не может. Здесь я, конечно, могу прийти к одному, к другому, но как бы это очень такие размытые понятия. Но зато такой опыт, он тебя закаливает. То есть ты получаешь навык решения новых задач. Вот очень важно для нашей профессии уметь воспринимать нестандартные условия, которые тебе диктует ситуация, поскольку они всегда уникальны, не повторяются, и твоя задача найти зерно, которое вот решит этот вопрос. Потому что клиент может тебе прийти и говорить с тобой часами про все, как он сюда добирался, какая была очередь, что он утром поел. Но суть будет в самом конце, вот в документе одном. И твоя цель — найти терпение даже до этого момента и понять, что именно в нем главная цель. Бывает, когда хамят иногда, бывает, задевает, но ты не можешь это позволить себе ответить тем же. Просто, твое реноме, твоя репутация, и как бы это неправильно. Вот. Bывает, когда сложно. Поначалу ты просто терпишь, ждешь. Ты не можешь что сделать, твой клиент, и, может быть, ему это тоже важно, выговориться в каком-то смысле. Иногда отвлеченные темы – это мостик для коммуникации. То есть человек тебе дает свою информацию определенную, не по проблеме, которая у него возникла, но таким образом для себя он выстраивает к тебе доверие. Он с тобой делится чем-то личным, делится с тобой. Ты это воспринимаешь, принимаешь, комментируешь, отвечаешь чем-то ему. И таким образом, потому что к тебе человек приходит с проблемой, и он не хочет тебе делиться с кем попало, и не хочет, чтобы ее знал кто угодно. Поэтому он думает, решается, может, что-то не договаривает тебе. И, конечно, важно в этом плане сделать комфортную среду, когда человек, кто к тебе пришел, он тебе доверяет. Это самое главное. Ты всегда анализируешь клиента. Не то, клиента, даже переговорщика, твоего визави. Это может быть клиент, это может быть чиновник, это может быть сторона адвокатская противоположная, может быть кто угодно. Конечно, ты всегда анализируешь и выстраиваешь стратегию работы, исходя из, бывает, даже характера, настроения человека, всего что угодно. Потому что ты даже можешь зайти к человеку, допустим, понять, что сегодня он не в духе, и уйти, даже не тронув тему, которая тебя заставила сюда прийти. Потому что ты понимаешь, что ты вот сегодня пришел, он тебе скажет нет, скажет потом, не надо, а потом пришел завтра, он сказал тебе да, вообще легко, без проблем, давай. Но ты должен учесть его психотип, его мышление и дать его в той форме, в которой он бы это воспринял. Кому-то, допустим, важны цифры, кому-то нужны ссылки на закон, кому-то нужны эмоциональные штрихи и так далее. То есть каждый человек имеет свою особенность восприятия информации. Ты должен ее понять. У нас пишут законы, это правовые отделы тех или иных учреждений. Там работают юристы, скажем прямо, за скромные, очень скромные деньги. И перед ними стоят большие задачи, которые требуется решать. Но закон хороший сделать очень сложно. Не бывает критериев стандартных, вот хороший, плохой закон. Но одно из таких вот уже на практике проверенных правил говорит о том, что чем закон понятнее, и чем он понятнее не юристу, простому обывателю, тем он лучше. Вот ты взял закон, ты почитал, ты не юрист, ты врач, не знаю, строитель, инженер, кто почитал закон, ты понял его. Закон хороший. Чем он сложнее, чем он запутаннее, тем, скорее всего, некачественнее. Скорее всего. Чем меньше закон надо принимать потом поправок и дополнений, тем он тоже лучше. То есть ты его написал, он понятный, и он работает. А если потом тебе нужно дополнять, отменять, исправлять, значит, ты не учел эти вещи. Но это все, опять же, возникает с опытом. Однако, если нет возможности привлекать такие сложные ресурсы,
то достаточно просто взаимодействовать с теми, кто есть вокруг рядом. Есть те, кто законы пишут, есть те, кто их критикуют. Притом, ну, вот мы критикуем их не из-за зла, не из вредности, а именно из побуждения сделать его лучше. И, в общем-то, наши замечания, они доходят до адресатов. Мы это знаем точно. Буквально недавно была инициатива по поводу изменения в области налогообложения. Я сделал такой маленький комментарий в Фейсбуке. И мне было очень приятно, что была обратная реакция от профильного министерства, вице-министра. Это была очень такая интересная, как бы конструктивная дискуссия. Это хорошо. Это так должно быть. Это здорово, что есть обратная связь, что тебя слышат. Часто я слышу, значит, дескать, законы плохие, потому что их взяли в России, заменили РФ на РА и запустили. Вот. И это очень обидно, потому что так говорят люди, не знающие, как законы пишутся. В этой области есть некие правила. И закон хороший или плохой не потому, что его переписали откуда-то, хотя это тоже может быть причиной. Как правило, законы, когда пишут, то берут за основу другие законы. Это не преступление, это не признак дурного тона, это нормальная практика. Взгляд формальный на компоненты закона – это не есть критерий. Их масса, этих пожеланий, да, мы стараемся в этой части отслеживать все новеллы, мы готовим ежеквартальные обзоры законодательства Абхазии, что меняется, что нового, что отменили, что ввели, какие-то новые правила, нормы. Мы отслеживаем законопроекты, которые публикуются время от времени в СМИ, и стараемся по ним давать свои заключения, комментарии по статейно, либо общим, либо как бы в частности по отдельным главам. Мое главное, если так можно сказать, пожелание, если уже оно будет услышано, и то, что, собственно говоря, я и говорю им вслух, если нам удается пообщаться, надо всегда, готовя закон, говорить с теми, кто потом будет его применять. Потому что это большая проблема. Всегда почти одни его пишут, а другие применяют. И те, кто пишет, не знают проблем тех, кто его потом применяет. И их даже не слышат. И поэтому кажется, ты закон сделал, передал, все, пожалуйста, мы же его написали, в чем проблема? Да, но он красив в теории, но очень ценить качество работы закона вот просто по листу бумаги, пока ты его вот не прошел по нему. И в этой части есть проблема, потому что законы принимаются, и для себя как бы проблема решена, а по факту закон не работает. Либо он работает неполноценно, либо как-то иначе, он хромает. Поэтому важна задача работы над ошибками, анализ его применения, для того, чтобы его постепенно доводить до ну, в идеальной форме, не в идеальных форм, но вот к тем целям, которым он призван служить. Очень сложно говорить о правопорядке и законопослушании, когда вокруг примера обратного. Очень тяжело в этом людей убеждать. Ну, скажем так, невозможно. Вот. Поэтому надо этому учить. Учить, чтобы человек понимал, что если ты ребенку научил где-то, что надо, вот, допустим, идти по дороге, идти через зебру, например, там, не знаю, какие-то другие вещи бытовые, минимально для него соблюдение правил, норм становится чем-то неизбежным, чем-то понятным, и дальше он уже взрослее, и дальше будет тянуться к неким правилам. То есть у него будут новые вызовы, новые вопросы, новые проблемы, и он будет их пытаться решить, находя правила игры. В условиях, когда нормы закона применяются, скажем так, не всегда, ценность твоих знаний как юриста тоже спорная становится. Потому что тебе пришел человек, говорит: Олег, вот мне нужно вот это сделать. Ты ему говоришь, вот по закону надо сделать это, там справки, бумажки, протоколы, прочее. А он пошел это сделал по-другому. Вот. Сделал это по-другому, быстрее, может даже дешевле, чем у тебя твои услуги. И он думает, вот по закону я бы дал Олегу там некую сумму больше, и вот бегал бы, суетился бы. А здесь сделал
большой вопрос и так далее. И, конечно, такая практика обесценивает твои знания. Нам сложно, потому что мы, допустим, делаем те или иные документы, готовим их для человека, а на практике они не применяются. Он их не может принести и подать, потому что и скажет, ну, это ладно, себе оставят эти вещи. И, конечно, такая проблема есть. Но это проблема становления, формирования правосознания общества. Она, наверное, неизбежна. Я вот как раз по этой тематике готовил заключение по обращению Ассоциации женщин Абхазии. Я готовил исследование небольшое и анализировал именно правовую среду в этой области, насколько она соответствует и защищает интересы семьи. И, к сожалению, есть большие пробелы. Но эта тематика, она вот в правовой среде возникает в Абхазии очень недавно, там, в тех сферах в России, в мире она чуть раньше стала повестку дня. У меня таких случаев не было, потому что я, опять же, меньше занимаюсь такой сферой, больше коммерческие вопросы. Но я максимум, что могу, я могу людей в этой области консультировать. Вот по таким вещам, которых я не практикую, потому что моя цель, чтобы человек, придя ко мне, получил информацию. Даже если я не беру за его дело, но я ему даю некий багаж знаний, с которым он может дальше уже решать, что ему делать в будущем. Вот. Но вот в ходе работы над этим исследованием я услышал много ужасных историй, от которых мне было не по себе. Я не хотел верить, что это правда, но мне не было основания даже в этом сомневаться. И, к сожалению, я пришел к выводу, что такая проблема есть. Наше общество очень компактное, все взаимосвязаны, и очень сильное влияние. Вот, то есть любой конфликт, он, как правило, вот, имеет границу четко. Вот семья, но семья не в узком, а в широком смысле слова семья, то есть тети, дяди, братья, сестры и так далее. Вот. В чем проблема? Проблемы, как правило, они во всех случаях одинаковые в мире и у нас, потому что человек, его природа, сущность, как правило, имеет такие основные столпы похожие, и проблемы разные, социальные, экономические, в том числе большой фактор войны и ее эхо войны. Мы, к сожалению, еще долго будем это ощущать, вот, потому что эти последствия, они бывают скрыты, но позже всплывают, и много проблем. Мне сейчас трудно сказать, но они все вот изучены, и, в принципе, как правило, стандартные проблемы, и есть по ним тоже определенные формы решения. Когда я стал отцом, у меня родилась дочка, я на многие вещи стал, конечно, по-другому смотреть. Вот. Я даже, меня друг шутит, меня, так сказать, подкалывает, когда я, допустим, еду вечером домой, поздно, у нас ведь ходит плохо транспорт общественный в вечернее время. Если я вижу, допустим, стоящих людей, просто людей стоящих, я могу приехать мимо, но если я вижу, допустим, стоящих людей с ребенком, я, скорее всего, их подвезу. То есть я, так сказать, некая вот такая есть симпатия и эмпатия к таким людям, и ты стал обращать внимание на те вещи, которые раньше для тебя были не так важны, безусловно. Я думаю, там каждого отца такой синдром, то есть это вот бытовые вещи, даже вот, не знаю, ограда на детской площадке, это пешеходные переходы, это питание, это образ жизни, это безопасность прежде всего. Вот. В этом плане очень важно, чтобы, вот, опять же, суммируя разные темы, безопасность детей – это обязательное приобретение автокресла. Я долго к этому пути шел, ну, там, откладывал, но в итоге вот, одна из таких вещей, которые я сам для себя сделал, я рекомендую всем людям, дай бог, чтобы оно, конечно, вам не понадобилось, но пускай оно будет в машине, и пускай ребенок будет именно в нем сидеть. Потому что у нас есть такая привычка, когда дети сидят на коленках у родителей, рядом. К сожалению, это очень дурная практика. У нас ремни особо можно не пристегиваться, хотя показали исследования, что даже в городском режиме при небольшой скорости, ну, как сказать, для автомобилей, даже в этом случае ремень очень сильно повышает шансы выжить в случае ДТП. Поэтому этими вещами пренебрегать не стоит.
трижды в неделю после работы я хожу в спортзал, занимаюсь. Вечером пришел домой, поиграл с дочкой, потом ее укладываю спать, и бывает сам тоже я вместе с ней засыпаю. В выходные дни, то обычно это бывают такие дела по дому, либо там с друзьями встречи, поэтому если бывает время, то это кино, какие-нибудь лекции, фильмы, статьи, вот что-то для себя. Буквально вот посмотрел фильм недавно, старый фильм, вот последнее, что я посмотрел, он называется «Инстинкт». Главной роль играет Энтони Хопкинс, герой, легенда кино. Фильм, в принципе, ничего в нем нет прорывного. Нормы и каноны киноиндустрии все были соблюдены. В общем-то, идея фильма понятна, но прописные истины, заботы о ближнем, уважение природы, людей, их природы существования, они вечны всегда. Вот фильму уже там почти 20 лет, но он актуален по сей день. Конечно, может, для себя я ничего нового не открыл, но я получу удовольствие от этого фильма.